Восемь, 59, 60. Дени? Па! Тут муравьи! Их так много! Не тревожь их, Дени, не надо. Хорошо, внучек? Почему? Это их дом. Ну и что? Они же другой дом могут построить. Но многие погибнут и потеряют друг друга. Ладно, долго ехать. Но там так красиво. Я скучаю по дедушке. Мы все скучаем, внучек. Садись в машину. Осторожней. Сомневаюсь я, что нас туда пустят. Это же закрытая зона. Ты забыла, сколько мы с тобой бегали за разрешением, чтобы похоронить его там? Чем тебе Хайбах не нравится? Далеко, и дороги плохие. Па, а что такое Хайбах? Ой, не помню, сынок. Что-то вроде водопоя. Да, ба? Да, раньше там было много родников. Дорога перекрыта. Дальше придется пешком идти. Не знаю, сможешь ли ты. Что поделаешь, пойдем. Смогу.
Я столько по этим горам исходила. Смогу. Как красиво! Да, внучек. Дыни, мы с твоим дедушкой родились и жили в этих местах. Здесь раньше были аулы, школы. Издавна много чеченцев жило здесь. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين آمين رب العالمين. Ба, а разве дедушка 2 раза умер? Здесь написано 2 даты смерти. Разве так бывает? Давай, Джиги, давай. Смотри, сколько денег. И мне, дядь! Все равно. Что ты? Что, малыш, осиротел? Ух ты какой! Не повезло твоей мамке. Полезай-ка ты в мешок. Ну-ка. Вся страна воюет, а у тебя тут одни бандитские рожи. Не знаю, Касим. Не знаю. Какие они бандиты? Малика? Работают день и ночь. Стараются выжить как-нибудь. Что случилось? Что ты их всегда защищаешь? Может, они своих овец и лошадей в горах прячут? Защитник нашелся. Смотри, председатель, с советской властью шутки плохи. Сам знаешь, война идет. Если что, даже я не смогу тебя защитить. Пойдем пообедаем. Один твой Дауд чувствует. Семейка бандитская. Касим, а я для тебя Куда специально... торопишься, красавица? Не твое дело. Куда ты так торопишься? Невеста. Какая вам невеста придумали? Все равно моей будет.
Я ж говорил. Да, здорово танцует. Пошла. Самая лучшая ложка в округе. Поводья надери. Ногами подай, ногами. Стоять! Этим что надо? Эх, не к добру это. Так, Рамзан, все, по домам. Интересно, к кому едут, а? Концерт окончен, я сказал, по домам. О, Господи! Что случилось? У нас ничего нет. Тихо, тихо. Мы все давно отдали колхозу. Муж твой где? Молится? Хозяин болеет. Успокойся. Мы любим Сталина. Не Знаем мы, как трогайте вы любите его. Сталина. Он ходить не может. Михалков, за мной. Мы любим Сталина. Ты что? Ты меня намочила. Что, я? Получай. Ты получай. Получай. Тихо, да, вот идет. Приятной работы. Спасибо. Ты с охоты? Нет, я в лес ходил побродить. Что это у тебя там? Волчонок. Волчица погибла. А он все равно бы без матери не выжил. Дашь мне его? Зачем он тебе? Ты сама как волчица. Бери. Только будь осторожна, волк все-таки. Отпустите его, пожалуйста. Он же болеет. Начальник, Спокойно, назад. Он за всю жизнь мухи не обидел. Что делать? Что делать? Успокойся, Баху, не плачь. Все от Аллаха. Как же так? Люди, помогите. Тише, слышишь? Тише. Бог даст, вернешься. Я с вами. Даун, не рвись. Даун! Это все Касим проклятый. Он его из оседы забрал. Мстит вам за то, что она не признает его ухаживаний. Не волнуйся, Баху. Салават из Гехичу целый месяц провел в тюрьме, а потом отпустили. Да, вот идет. Салам алейкум. Алейкум салам. Салям алейкум, Дауд. Салам. Да, вот они недалеко ушли. Может, догоним их? Даже не думайте об этом. Ясно? Суждено, отпустят. Это дорого. Могу уступить. Сколько здесь? Это кто, Аслан? Да это же Райхан. О, вот это встреча. Любит тебя наше начальство. Успокойся, Идрис, тебя не любят больше. Муса. Вчера ночью арестовали моих людей и увезли их. За что? Что они сделали? Стоп, Райхан, стоп! Идет война. Наши враги ни днем, ни ночью не спят. Только думают, как бы подорвать авторитет советской власти. Мне тебе это объяснять? Это они-то враги? Их сыновья на фронте. Опомнись, Муса. А Касим все пишет доносы на людей? Ага. Каимов? Зря ты на него так. У него на врагов особый нюх. Но нам с тобой этого не понять. Сядь. Садись, садись. Кстати, у меня тут кое-какой материальчик на твоих людей. На моих людей?
На твоих, на твоих. Идрис на своих уже все подписал, так что ты давай тоже подписывай и иди, у меня дела. Муслимов, Исмаилов, Илов, Магомадов. Ну что ты смотришь на меня, как волчица? Я же тебе не враг! Чего молчишь? Да так, вспомнила одну легенду. Мне ее мама в детстве рассказывала. Райхан, мне не до легенд. Когда Всевышний разозлился на людей, послал на землю ураган. Ураган смел все живое на своем пути. Ангелы пришли к Всевышнему и сказали: как же так, Бог? Ураган смел все живое и оставил только одну волчицу. И что? Она спрятала своих волчат в пещере и стояла, защищая их. Ураган сорвал с нее шкуру, она стояла. Ураган вырвал ей мясо, она стояла. Ураган разломал ей кости, она стояла, защищая себя и своих детей. И тогда Всевышний сказал: если на земле есть вот одно существо, которое так борется за себя и своих детей, я не могу уничтожить этот мир. Значит, считаешь, я жестокий, бездушный? Так, Райхан? Эх, Муса, Муса. Ну, хватит! Хватит! Иди, подумай. Хорошенько подумай. Иди! Да, мы же договаривались. Не сейчас. А, Райхан. Ну что, подумала? Молодец. Я уж боялся, что ты не вернешься. Давай, подписывай. Я ухожу. Райхан, если ты не подпишешь эту бумагу, я не смогу тебя защитить. Ты подписываешь себе приговор! Знаешь, Муса, лучше себе подписать приговор.
чем им. Керим, что с тобой? Требовали подписать какие-то бумаги. Ты подписал? Да. Подписал. Подписал. Да, подписал. Они сказали, так будет лучше для меня. Этим-то я не верю. Пошел! Наши сказали. Разговаривай. Не надо было этого делать, Керим. Им нельзя верить. Не надо было делать. Не надо. Умар! Дядя! Дауд? Салам алейкум, дядя. Во все округи аресты. У нас 3 арестовали. К Арсамаку надо идти. Может, Арсамак и знает. Люди говорят, святой он. Не знаю, что делать. Именно поэтому тебе нужно идти к Арсамаку, Дауд. Да. Если человек таит в себе злобу, душа его никогда не познает истинной свободы, дарованной нам Богом. А он живет в душе каждого человека. Да разве в их душах может жить Бог? Они разрушают мечети, убивают людей. Да, нас ждут большие испытания, Дауд. Сможем ли мы все это выдержать? Никогда не впускай в свое сердце отчаяние, ненависть и злобу. Будь спокоен во всем. Мы выстоим. Нельзя победить человека, пока в его душе живет Аллах. Возвращайся домой. Отцу ты уже ничем не поможешь. Береги мать. Дауд снова куда-то пропал. Мечется бедолага. Никак не может перенести арест отца. Он и был хорошим отцом и мужем. О, Аллах, Аллах. Почему был? Все наладится. Ой, бедная Баху. Губы совсем у нее высохли. Померла Баху. Бедная Баху. Столько горя пережила. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير
الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام وشرفنا برسوله محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ثم السلام عليك يا عبد الله ابنة أمة الله الكريم اذكري ما خرجت عليهم من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهي كلمة الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك. داود 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 Дауд едет. Дауд, салам алейкум. Валейкум ассалам. Как дела? Наконец-то ты приехал. Пойдем. Ассаламу алейкум. وعليكم السلام. اللهم الفاتحة. Да простит ее Аллах. Аминь. Да смилостивится Аллах на веру свою. Да простит ее Аллах. Простит ее Аллах. Аминь. Да простит ее Аллах. Садитесь, прошу вас. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. Отправлен на фронт. 11 коров, 5 лошадей и 40 баранов. А мной арестовано 25 врагов советской власти. Слава нашему отцу, великому Сталину. Касим, вы герой. Все бы так работали. Не шали. В Сибири сгною. Есть! Сгнить в Сибири! Оружие на стол! Я сказал, оружие на стол! Пристрелить бы тебя. Глаза у тебя шайтана. Прав, Арсамак. Пристрелить бы. Хей, хей! Хей, пошли!
мешаешь? Да, картошку теперь давайте. Картошку пошла. Салам алейкум. Алейкум ассалам. О, вот это помощь фронту. Молодец, Хасан. Я их у дороги нашел, Идрис. Потерялись, наверное. Постой, это же лошади нашего начальника Касима. Конечно. Ты не туда записала. Не лезь. Подойди. Запиши на фамилию Коганаев. Вот так. Вот, смотри, Я 35 тебе говорю. килограмм. 35 килограмм. 35. Забирай. Теперь сами забирайте. Вы что делаете? Колхозное добро разбазариваете. Что? Где тут колхозное? А ну-ка покажите, председатель. Тут все наше. Ты поговори мне, поговори. Вы все забрали. Зерно, сено, скотину, деньги, все. Ты что, забыла, кому помогаем? Война идет. Фронту, солдатам. Нужна одежда, еда. Золото еще. Тише. Это кто здесь у нас такой умный, а? Опять Да ты? не дерись ты. Ты, оказывается, не только петь умеешь. Хватит уже. Идрис, ну что ты к мальчишке пристал, а? Да мысли мне его не нравятся. Может, ты и против советской власти песни поешь? А, Султан? Ты давай не пугай нас, пуганые. Да сколько ж можно над людьми издеваться? Ты лучше скажи, когда это издевательство над людьми-то прекратится. Да. У нас же дети есть. Их-то как-то кормить надо. Они даже здесь бесплатно работают. Конечно. Это что, бунт? Да что вы? Да ладно. Как Председатель. ладно? Ты что стоишь? Мы же Помогай колхоз давай. имени Берии. Что за мысли такие? Давай, пой. Ну вот, пожалуйста. Пойдем. Завтра поедем. Хорошо? Ешь. Ты же должен вырасти. Стать сильным. Будешь моим защитником. Ну, ешь, давай. Седа. Да, вот Ну, идет. паршивец. Седа, я Ешь пошутил. все, как человека просила. Паршивец. Мама, Что вы, как дети малые, а? Что она пристает? Вот тебе. Ну и где твой председатель? У него обед, товарищ Каимов. Он кушает. Кушает! Не прикидывай, соседа. Вы ночью тайком встречаетесь у родника. Я все про вас знаю. Лучше по-хорошему скажи, где он прячется. Ты же не хочешь пострадать из-за этого бандитского выкормыша. Понимаешь, этот бандит поднял руку на Сталина, а ты его прикрываешь. Нет никого. В Сибири всех изгнаю. В последний раз спрашиваю, где прячется этот бандит? Что ты от нее хочешь? Скажи мне, я отвечу тебе. Не тебя спрашиваю. Остановись, Касим. Пришел в дом к беззащитным. Воюешь со стариками и женщинами. Настоящие мужчины на фронте. Да и вообще, кто ты? Какого рода племени? Заговорила? Расходимся по домам, я сказал. Заговорила. Хочешь знать, какого я рода племени? Я коммунист. И сын коммуниста. И я защищаю родину от таких, как ты. Мама! Лежать! Беги, доченька! Не стрелять! Беги, доченька, беги! Я свою дочь никому в обиду не дам. Беги! Что теперь будет?
Они же убьют тебя! Мама, я боюсь! Ты никогда не бываешь на месте. Я был на колхозном дворе, я не знал. Все овечкой прикидываешься. Вертишь хвостом и перед ними, и передо мной. Хорошим хочешь казаться. Товарищ Касим, товарищ Каимов, вы же сами мне ничего не сказали. Честное слово, я ничего не знал. Ты баба. Из-за таких, как ты, я перед своими людьми подлец и подонок. Я последнее забираю у них для фронта. Да, я подлец. Но не баба. И не смей на меня кричать! Куда ты дел оружие? Или, может, ты заодно с той девчонкой? Тише. Товарищ капитан! Не зря день прошел. Ликвидирован еще один враг советской власти. Лучше уж на фронт. Кто здесь? Дауд. Седа? Не задерживайтесь там. Твой дядя дал согласие, так что во имя Аллаха Милостивого Милосердного с этого момента до судного дня ты, Седа, наша невеста. Будь счастлива, Седа, живите в мире и в согласии. Стрелять умеешь?
Тебе надо научиться стрелять. Смотри, как я делаю. Беру ружье, целюсь и стреляю. Дай. Молодец. Чего? Слезаем! Смотрите, вон он! Все наверх! Рассредоточиться! Брать живым! Седа, Что случилось? собирайся, уходим. Как уходим? Даут, что случилось? Брось все. Ну как же так? Пошли. Даут! Даут! И где ваш Абрех? Он был там. Там? Он здесь должен был быть! Это все тот пес безродный. Надо было тебе тогда его пристрелить в сельсовете. Я слово дал отцу. В людей не стрелять. Седа, торопиться надо. Святые говорили, что Всевышний посылает больше всех испытаний тем, кого любит. Пошли. Даут. Здравствуй. Здорово, привет. Коменданту зайди. Хорошо. Ты зайди сейчас, пока он не уехал. Да. Ну так вот. Поехали, Федя. Салям алейкум. Алейкум ассалам. Умар, зачем здесь столько солдат? Эх, Вах. Эй, председатель, что с тобой? Если они думают, что я буду работать по-ихнему, то они ошибаются.
Ты кого там высматриваешь? Что? Следишь за нами, стукач? Собака. Ну все, хватит. Отпусти его. Если бы мы хотели тебя убить, мы бы давно уже это сделали. Ты кто? Я Дауд. Из Хайбаха. Хасан. Мужчине недостойно наносить колющие удары. Тебе ясно? Я знаю. Просто проверял его. Кем я только не был. И в газете журналистом работал. И в партии был. Верил в ее идеалы. Даже Сталину письмо писал о том, что здесь творится. И что? 2 раза арестовывали. 3-й раз понял, что не выпустят. Ушел в лес. Они настолько часто убивают людей, что не чувствуют чужой боли. Дау, ты слушаешь меня? Да. Запомни. Человек создан Богом как самое дорогое существо на земле. И я? И ты. Все ангелы поклонились ему, все до одного. Все до одного, все, кроме дьявола, 40 000 лет. По милости Аллаха он жил в раю. Изгнан только за то, что отказался признать, что человек — это самое гениальное творение Бога. Я в тебя верю. Молодец. Ты чего? Да так просто. Дауд, что с тобой? Я о такой жизни я мечтал с тобой. Да что мы все о грустном? Хамзат, буду ехать из Грозного, привезу тебе много подарков. Машинку мне привезешь? И машинку привезу, и много-много сладостей. Здорово! Про меня не забудь. Хамзат, ты только слушайся мать. Ей сейчас очень тяжело. Ты уже большой, остаешься в доме вместо хозяина. Я ненадолго. Не волнуйся. В машине. Так. Председатель? Да. Надеюсь, вы осведомлены о начале спецоперации. Никак нет. Проходим.
23 февраля, ровно в 5 утра, начинается депортация жителей Чечено-Ингушетии. Офицерам выдана инструкция о порядке выселения. Завтра приедет руководитель операции. Полковник. Вообще-то он генерал, ребята. Почему-то в форме полковника. Говорят, близкий друг Берии. Генерал маскарад любит. Ну а вы, товарищ заместитель, как вас там по имени? Хубаров Кала. Так вот, товарищ Хубаров Кала поможет нам с расселением солдат. Вы же знаете своих людей? Да, да, конечно, товарищ полковник. Ой. Капитан. Капитан Иванов я. Извините, товарищ капитан. Угу. Что с тобой? Да вот, беда. Проголодался? Сейчас. Сейчас. Сискул не понравился. Чего? Лепешка не понравилась. А, нет, дед, все очень вкусно было, спасибо. Очень вкусно, честно. Она готовится из кукурузной муки. Да? Очень. Правда вкусно. Мы никогда такого не ели в жизни. Дед, все очень вкусно. Что ты? Дед, тут такое дело. В общем, сегодня приказано вывести вас в районный центр. Оттуда на товарную станцию в город. Выселяют вас, дед, понимаешь? Выселяют из села. Жень! Долго ты еще? Сейчас, подожди. Давай уже, пошли. Сейчас. Гости папироски. Уже вагоны готовы. Мы полгода назад карачаевцев выселяли. Очень много народу с голоду умерло. Бери с собой, главное, побольше еды. Слышишь, дед, побольше еды. Извини, у нас приказ. У нас приказ. Ну-ка, дед, давай с дороги.
Не толкайся. Не мешайся. Берите лепешки. Ну-ка давай, деда. Живее, живее, давайте. Сестренки дай. Я тоже Ешьте. хочу, спасибо. Не мешайся. Живее. Я сейчас. На. Дед, поторапливайся. Сейчас. Ну нам же влетит за тебя. Бери. Не надо, спасибо, дед. Дед. Дед, ну сколько тебе говорить-то можно, а? Ну, уже все. О, еще один чокнутый. Вроде воевал. Орден висит. Всю жизнь мечтал научиться играть на баяне. Это не баян, гармонь. Что будем с ним делать, латыш? Да пускай играет. Поторапливайтесь. Ломакин, погоняй. Поторапливайтесь, поторапливайтесь. Живее, живее. Идем, идем. Живее. Подтянись. Шереша. Тебе помочь, братишка? Своя ноша не тянет. Живее, живее. Достаем. Живее, живее, живее. Давай, давай, не стоим, поехали! Руку давай. Седа, ты не устала? Может, передохнем? Сердце разрывается. Чувствую беду. Значит, пока все идет по графику. Но за сегодня мы должны зачистить село и все окрестности от этих бандитов и предателей. Необходимо будет проверить каждый дом, двор, подвал, каждый сарай, даже сортиры, чтобы никого не упустить, даже ребенка. Будут еще отставшие из других сел. Всех доставлять сюда. Это вообще будет много людей. Вы подумали, где их лучше разместить, а? Или не подумали? Серов. Товарищ полковник, я видел колхозный двор. Там вроде и сарай есть. Может, туда их до утра? Ну, правильно. До утра. Вот так и сделаем. Всех собрать на колхозном дворе. Задача всем ясна? Так точно, товарищ полковник. Товарищ полковник, а если будут сопротивляться, могут быть и такие. Ведь чечены, сами понимаете. Расстрелять. Если будут сопротивляться, расстрелять. И это приказ Верховного Главнокомандующего. Всем ясно? Так точно, товарищ полковник. Вы что, не понимаете? Мы выполняем великую миссию.
Советский народ, наше правительство высоко и достойно оценит ваш труд. У нас очень мало времени. Лаврентий, товарищ Берия, ждет мой рапорт о завершении операции уже в кратчайший срок. Сопротивляться. Выполнять. Есть. Потерпи, бабушка. Потерпи. Не бойся. Я тебя отсюда вытащу. Стрелять будем! Прости, бабушка. Так. Ну и что ты сидишь? Давай, давай, собирайся. Твои уже давно в пути. Старшой, да она брюхатая. Ну и что будем делать? Участок ее. Там пусть решают. Есть. Давай, собирайся. Мам, почему он тебя трогает? Давай, 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 собирайся. Оставьте его! Я иду! Бери его от меня, старшой! Сюда, малой! Ты какая прыткая, а? Не дергайся! Ну. Здравия желаю, товарищ полковник. Товарищ полковник, заместитель наркома юстиции Чечен-Ингушетии Мальсагов. Знаю, знаю. Мы вас долго ждали. А почему? В горах дороги снегом занесло, пришлось задержаться. Поступаете в мое распоряжение. Вы во всем должны способствовать проведению операции. Вот что, товарищ замминистра. Идите объясните людям ситуацию, чтобы не было паники и саботажа. Хорошо. Товарищ полковник, в горах ночи холодные, поэтому, может, люди лучше в конюшне переночуют. Какая-никакая крыша над головой. Да. Да, так будет спокойнее и надежнее. Идите. Товарищи, внимание! Постановлением правительства, подписанным лично Сталиным, вы переселяетесь в другое место нашей страны. Никуда мы не поедем. Тихо, тихо, товарищ. Как это возможно? Тихо. Послушайте меня. Ты ответь нам. Да послушайте меня. Помолчи. Тихо, послушайте меня. За вашим хозяйством присмотрит советская власть. Так что не волнуйтесь, товарищ. Вот теперь вы слушайте. Наши сыновья, братья, да, на войне воюют за родину, за Сталина, за свою землю. Я все понимаю. За свою семью. Не волнуйтесь. Никуда мы не пойдем. Подождите. По какой причине нас Да поселяют? погоди, отец, тихо. Так как мы знаем, что в горах ночи холодные, лучше вам переночевать в конюшне. Товарищи, советская власть и лично товарищ Сталин заботится о вас. Аккуратно. Мама! Хамзат! Пропустите! Где ты? Хамзат! Где ты? Мам! Иди сюда. Хамзат. О, что? О, Господи! Что с тобой? Ой, мам, расступитесь! Дайте дорогу, женщине плохо. Мам! Детей уводите. Сейчас. Боже мой! Ложись. Кава! Кава! Да Кава, возьми! Ой, видите, мужчина!
Женщины, дети, мужчины, уходите. Уходите. Воды! Мама! Тихо! Воды дай! Не кричи! Вода! Что же она раскричалась? Она умрет! Нельзя так думать. Ты يا что? أرماچخ ارگش دولا اش يتسدد تشي دلا باسو مسكبلا سونا ديسنر جالالي واندر ويشا متشيلا خمرخو اشيدت سوي وشنا حمدوا ديسنر غصايا أخذشكخ بنا بندر أحسيت سبابي دوكا أزان دشوشمونا حبيك حياتي نعماشخ ارگش دولا اش يتسدد تشي دلا باسو مسكبلا سونا ديسنر جالالي Куда? Вода нужна. Там мальчик родился. Нашли, когда рожать. Очень прошу, помогите. Нельзя. Помогите. Очень прошу. Давай флягу. Спасибо. Большое спасибо. Действительно, нашли, когда рожать. Так, солдаты, что у вас здесь происходит? Товарищ старший лейтенант, там мальчик родился. Чего там, Котов? Да погоди ты. Товарищ полковник, разрешите доложить? Что такое? В конюшне женщина родила. Кого? Мальчика. Какая разница? На одного бандита стало больше. Скажите солдатам, пусть сеном обложат всю конюшню. Щели все. Чтоб люди не замерзли. Исполняйте. Есть. Выставить охрану по всему периметру и дежурить всю ночь. И не выпускать никого. Родила, умерла ни под каким предлогом. Ясно? Слушаюсь. Значит так, лейтенант. Держись. Давай руку. Цепляйся. Нурбеков, Канаев, Бажаев, Хатмиков. Так, Абдурахманов. Тише. Товарищ майор, я... В чем дело? Я же сказал чеченцев ингушей отправить по домам. Их здесь нет. Товарищ майор. Ну, Иванова. Товарищ майор. Гаджиев, Лезгин, Тайсумов, аджарец, Абатив, кабардинец. Тебе нельзя вставать. На, возьми. Чеченцы есть? Поднимите руки. Есть. Есть. Да, есть. Ингуши? Я. Вы тоже чечены? Чечены. Они ведь больные люди, товарищ майор. Приказ полковника знаете? Так точно. Исполняйте. Какой приказ? Что вы делаете? Ликвидируем бандитов. К дверям. Товарищ майор! Товарищ майор! Приказы полковника не обсуждаются.
Касима этого на фронт отправили. Да ты что? Не понимаю. Да. За что нас забрали? Да отпустят нас. Сказал же этот, как его? Мальцага. Не может Сталин так с нами поступить. Подержат немного тут и отпустят. Утром сказали, за нами машина придет. Ну ничего. Дочка моя на вокзале уехала. Как они там? Товарищ полковник. Первое отделение направо. Второе отделение за мной. Здравствуйте. Как обстановка? Все спокойно, товарищ полковник. Транспорта для них нет. И не будет. Дороги в горах совсем развезло. Перья меня не поймет. Котов? Котов! Я, товарищ полковник. Поджигайте. Извините, товарищ полковник, не понял. Поджигайте сарай. Товарищ полковник. Товарищ старший лейтенант, сейчас не время обсуждать приказы старшего по званию. Я сказал, поджигайте сарай. Товарищ полковник. Извольте выполнять приказ. Там дети. Я тебя в Сибирь изгнаю, гадина, как врага советского народа. И вся семья твоя сдохнет, сука! Поджигай сарай! Как поджигать, товарищ полковник? Там же люди. Это не ваше дело. Щенчатлаха. Уберите труп. Слушаюсь. Сизов, за мной. Поджигайте сарай. Ты что творишь, дрянь? Да это же убийство! Арестовать обоих. Сержант! Что? Я этого Да так вы не что? оставлю. Я буду жаловаться. Валяй, жалуйся. Сержант, канистры готовь. Иванов, давай канистры. Слушаюсь. Как же я теперь своему сыну буду смотреть в глаза? Они враги народа. Побойся Бога, какие враги, там же дети. Где твой Бог, раз он такое творит? Зверев, что стоишь? Помоги ему. Иванов, Да, товарищ полковник, слушаю вас. Разбираем канистры. Расставь солдат. Стрелять по каждому, кто попытается выбраться. Слушаюсь. О происходящем забыть. Есть. Товарищ полковник. Товарищ Это генерал. приказ. Исполняйте. Эй, солдат, ты что, поджигать собрался? Здесь же люди, побойся Бога, солдат. Нас подожгли! Просыпайтесь! Нас подожгли! Руслан! Руслан!
Обязательно найди отца, малыш. Аминь, я Аллах. Нет, не смей, сына! Не смей трогать меня! Мама! Не смей! Мама, его надо спасать! Мама! Я не отдам никому его! Никому! У него есть отец! Беги, Ахмед, беги! Мама! Его надо спасать! Не смей! Не смей! Аллах! Аллах! Я Аллах! Не прогоняй меня! Хамзат, ты должен жить! Мама! Не трогай меня! Хочу к маме! Беги! Ба, а разве дедушка 2 раза умер? Здесь написано 2 даты смерти. Да не, здесь у нас погибли все родные и близкие. Твой дедушка мне всегда говорил, что хоть сердце его и живет, но душа его умерла вместе с ними еще тогда. Ба, а так бывает? Так бывает? بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم